10 шагов к эффективному и устойчивому здравоохранению. Так называется статья известных казахстанских врачей Алмаза Шармана, Юрия Пя, Вячеслава Локшина, Серика Шулакова и Абая Байгенджина, опубликованная на этой неделе. Каким должен быть этот путь из 10 шагов и в каких переменах, на их взгляд, нуждаются врачи и пациенты, расскажут наши корреспонденты. Экзаменом для медицины не только в Казахстане, но и во всем мире стала пандемия коронавируса. И нет страны, которая сдала бы его на отлично. Кризисная ситуация показала самые слабые места в отрасли. Выяснилось, что система, призванная помогать, сама нуждается в помощи. Первой под критику общества попала служба санитарно-эпидемиологической помощи. Те, кто должен был стоять на страже опасной инфекции, оказался не подготовлен. При этом слабая материальная база не единственная проблема. Уровень наших санврачей, привыкших лишь контролировать, не позволил им адекватно отреагировать на возникшую угрозу, считают мэтры отечественной медицины. Ни в одной стране мира система здравоохранения не претерпела столько катастрофических реформ, как сейчас. Оказалось, что у нас нет грамотных, профессионально подготовленных специалистов в этой области. И что мы должны делать? Мы должны открывать снова факультеты санэпидслужбы, готовить специалистов именно противосанэпидслужбы с тем, чтобы они на профессиональном уровне уже были подготовлены при любой такой ситуации, связанной с особо опасными инфекциями. Факультеты, готовящие санитарных врачей, так же как и педиатров в медицинских вузах, то закрывали, то вновь открывали. Гигиенистов, эпидемиологов, менеджеров общественного здравоохранения в данное время готовят в одном потоке. Однако возможно, что в скором будущем санврачей будут готовить отдельно по направлению санитарно-гигиенического дела. Не менее важно инвестировать не только в клиники, но и в подготовку врачей. И эти медицинские вузы сегодня мы сами по себе. Они сами по себе. Эти врачи приходят к нам, они стерильные. Для того, чтобы их подпустить к больным, минимум надо 2-3 года, чтобы они ходили вместе с опытными профессорами, врачами, работали, умели слушать, умели интерпретировать анализы, умели делать простейшие вещи.